Дом без отопления, воды и газа. В таких условиях вынуждены жить и выживать пожилые люди в одном из полуразрушенных бараков по адресу Новокарьерная, 27/2 в Якутске. Этот дом признали аварийным месяц назад, и то только после того, как одна из стен обрушилась. Городские власти предлагают жителям маневренное жилье, но шило на мыло пожилые люди менять не хотят. В ситуации разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Сегодня этот дом от обрушения держит всего лишь вот это вот пластиковое окно. Если его демонтировать, то совершенно точно, утверждают специалисты, дом сложится как карточная колода. Летом этого года одна из стен в этом доме обрушилась. Газовики, чтобы не рисковать, отключили тогда газ, а ведь дом отапливался именно от него. Потом отключили воду, так что старикам приходится носить воду из ближайшей колонки, а отапливаться электрическими обогревателями. Батарею новую купили, электрическую, и вот эту. И вот пока на улице тепло, погода шепчет. А что будет? Вот я сейчас газеты читала новые. Обещают нынче холодную зиму. Я не знаю, как будем. В этом доме Луиза Михайловна прожила всю свою сознательную жизнь. Еще в советское время заселили их временно, да так и остались. Учитель русского языка и литературы, вырастила здесь детей и внуков. Мечтает теперь свою старость прожить в достойных условиях. На маневренный фонд не соглашается, хотя предлагали. Был проведен поиск пустующей квартиры по адресу улица Кочнева, 10, квартира 1. Также была предложена помощь при переезде в виде предоставления автотранспорта и рабочей силы. Со стороны жителей был получен отказ. Дальнейшие поиски квартиры для предоставления жителям продолжаются. Ходит к ним и председатель местного ТСЖ. На вопрос, как же быть старикам зимой, разводит руками. Дом признали аварийным только в этом году, а значит, переселения ждать как минимум еще 5 лет. Не знаю, чтобы маневренный фонд их переселять. Тогда газ полностью отключен в этом доме, да, получается? Полностью. И воды нету. И воды нету у них. Это у вас единственный сложный дом, да, в вашем этом? Нет, ну как. Вот эти все бараки блокированы застройкой 60-х годов. Многие после обрушения съехали. Старикам же деваться некуда, вот и живут. Каждую ночь просыпаясь от треска. В доме пахнет сыростью, потому что под полом вода. Пожилая женщина даже не может выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. После того, как сломала ногу, вынуждена сутками находиться здесь. Я давно должна лечь на операцию, на повторную шейку, чтобы поменяли, да? Но я куда пойду, если все это хозяйство брошу? Плохо, бедно, но жалко же. Луиза Михайловна просит войти в ее положение и не бросать стариков один на один с бедой. Сам департамент жилищных отношений, ссылаясь на управу, отказался от комментариев. Пока вопрос повис в воздухе. И решится ли, учитывая, что в городе маневренного фонда практически нет. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск.